Аслан, почему ты решил уволиться с хорошей работы? Ты был адвокатом в Москве, не знаю, сколько лет ты работал, и вдруг решил этим заняться. Тебя давно завербовали? Я только что разговаривал с Полом Гоболом, записал очень интересное интервью, а, и я его, наверное, сегодня, если успею смонтировать, выложу его. Пол Гобол, кстати говоря, это надо будет сделать, вырезать и как анонс это сделать, да? Пол Гобол является старым антисоветчиком, ну, профессионалом по советам, да, по коммунистам, точнее сказать, по КГБшникам. Этот человек работал в ЦРУ раньше, давным-давно. И сегодня я как-то тут говорил о нем, и мне сказали, задай ему интервью, пригласи его на интервью. Я его пригласил, я буду после этого, только что я закончил, и буду сейчас монтировать этот ролик. Пол Гобол был знаком, он сам говорил мне об этом раньше, что Абдурахман Автурханов, он считает своим учителем, был с ним знаком, у него книга есть, подаренная от него. И я задавал ему очень интересные вопросы. Пол Гобол руководил Радио Свободы или же был консультантом, я сейчас не могу точно вспомнить. В итоге очень полезный разговор получился. И у нас будет возможность, если вы будете задавать вопросы под его видео, когда я выложу видео, можете писать вопросы, и он их, наверное, почитает, я ему скину ссылку. И я буду знать, какие вопросы, и можно будет в следующий раз опять собрать вопросы и опять ему задать эти вопросы. Поэтому я думаю, это будет очень полезно. По поводу того, что, да, уже удалили, когда я завербован. Я не завербован. Я вам расскажу историю, я как раз пишу текст тоже по этой истории, как меня пытались вербовать в Санкт-Петербургском государственном университете ФСБ. Я подробно расскажу про Дмитрия Анатольевича Медведева, сегодняшнего премьер-министра России, который был у меня преподавателем 2 года по гражданскому праву, как он способствовал отчислению меня, как я боролся с Санкт-Петербургским государственным университетом из-за того, что я не согласился сотрудничать и стучать, и как меня отчислили, как я добивался справедливости, когда меня хотели отчислить, ну и так далее. А потом ушел и перебрался в Москву после этого. Поэтому я не завербован ФСБ. Я считаю ФСБ самой преступной, самой подлой и грязной организацией во все времена, которые существовали. НКВД, КГБ, ВЧК, КГБ и ФСБ, ФСК, ФСБ. Они, как обанкротившаяся фирма, меняют название после своих преступлений, после того, что они творят. Они вывеску меняют и остаются теми же, типа новой, как обанкротившаяся фирма. Вывеску поменял, все, долги списали и ничего нет. Нет. Поэтому хожу нохчичун мот бехчельч. Гэски любой нохчиочуна сай нохчи пачалкасуа, сай махкасуоч, сай айдал нохчи айдал дует, сай нохчи айдла аз болга бирбу дал мукла. Сай нохчи айдла сай пачалкан суа мит ахиру пайди ахиру. Ама хожуошвол гэскичуна мот бета сун хожуогар и бечвегуй цунах сун хожуон дик онах хирдушун шаш. Ахча хирдушуга, не ахирдушу, болга хирдушу, но амбаду шикапяк мабац ашлилечуна. Цундела, я хочу передать, что я не сотрудничаю не с американским ЦРУ, когда завтра будет интервью, а Пол Гобол был сотрудником ЦРУ. Можно будет сказать, что я являюсь агентом ЦРУ, что ФСБ, да? Поэтому я не являюсь ничем агентом, кроме агента своего народа.
Del mu'la.